Туристы? Да, сопровождаем деда. Прадеда. Да, прадеда. Уже заканчиваем поездку по России. Приехали в ваш город на 3 дня. Потом в Москву и улетаем в Германию. Надеюсь, ваш дед против нас не воевал? Да нет, что вы. Ему в 41-м всего 4 было. Паспорт у вас же. А почему в наш город приехали? Понятия не имею. Дедушке стукнуло в голову именно сюда. Но он старый, поэтому спокойно к его причудам относимся. У нас красивый старинный город. Вам понравится? Подпишите здесь. И вот ваши ключи. Спасибо. Не за что. Это мороженое просто невероятно вкусное. Отзывы в интернете не врут. Реально. Вкуснее ничего никогда не ел. Самое вкусное в мире. И вообще, мне так хорошо здесь, как будто я у своих родных в гостях. И у меня странное чувство, что как будто бы вернулся домой. Хотя мы здесь впервые, и родных тут никого нет. Это все из-за мороженого. Ну вот не только. Извините, вы не подскажете, где здесь Мельничный переулок? Я не знаю такого переулка. Родилась здесь, но впервые слышу такое название. Точно в городе нет. Извините. Почему ты никогда не говорил нам, что разговариваешь на русском? Откуда ты его знаешь? Почему? О чем ты спросил эту женщину? Хорошо. Давайте сядем. До 1942 года я жил в этом городе. Да, я русский. Меня зовут Валерий. Мама говорила, что меня назвали в честь великого советского летчика. Но я не запомнил фамилию. Чкалов. Да, в честь него. Он был героем Советского Союза, и многие называли своих детей его именем. В 1942 году сюда пришли фашисты. Многих жителей убили, многих отправили в концлагерь. Нас поначалу не тронули. Мама устроилась мыть полы на вокзале, чтобы как-то выжить. Я был светловолосым, с голубыми глазами. Поэтому они меня и забрали. Нордический тип внешности, арийский. Многих таких, как я, похитили из Сибири. Когда меня забирали, мама кинулась меня защищать, но в нее выстрелили и убили. А меня вывезли в Польшу. Там, в детском концлагере, эсэсовцы проверяли всех на соответствие арийскому стандарту. Кто не проходил, убивали. Или ставили смертельные эксперименты. Я прошел все тесты. Меня отправили в Германию, в приют Лебенсборн, гиммлеровскую фабрику детей, где начали онемечивать. Я должен был полностью забыть русский язык и выучить немецкий. За любое родное слово избивали так, что я хотел умереть. Я должен был, как многие, забыть родной язык. Но я так их всех ненавидел, настолько хотел им отомстить за смерть мамы, что я выучил немецкий и притворился, что полностью забыл русский. Меня отдали в немецкую семью. И, естественно, они даже не догадывались о моих русских корнях. Я уже говорил только на немецком. Но почему ты раньше ничего не рассказывал? Мы всегда жили там, где русских не любили и боялись. Сначала в ФРГ, за железным занавесом. Потом стену снесли, но страх перед русскими остался. Вскоре вообще русофобия такая началась, что я не хотел портить вам жизнь. А ведь вам теперь жить с этим. Но я всегда помнил, кто я и откуда. Я старался не забыть русский язык, и втайне от всех продолжал его учить. Когда я осознал, что жизнь моя уже близится к закату, я решил вернуться на свою родину. Пусть даже у меня здесь никого из родных и не осталось. Хотя бы на 3 дня.
Но я должен был это сделать. Я прожил жизнь человека, лишенного семьи и родины. Так хоть напоследок я должен увидеть родной дом. Дом, где меня растила мама, родной город, свою родину. Но что ты спросил у этой женщины? Когда за мной пришли, мама уже догадалась, что происходит. Она схватила нашу с ней фотографию и на обратной стороне написала наш адрес. Валера, Валера, не забывай меня никогда и помни. Наш адрес – Мельничный переулок, 17. Мельничный переулок, 17. Das Kind kommt mit uns. Verschwinde! Нет, не надо, пожалуйста, я вас прошу. Но я выронил эту фотографию сразу, как только в маму выстрелили. Я всю жизнь повторял эти слова как заклинание. Боялся, что если их забуду, то, значит, они сломали и победили меня. Вот я и спросил женщину, где этот переулок. Наверное, я неправильно запомнил, потому что она ответила, что такого нет. Нет, есть. Это старое название. Сейчас он называется по-другому. Идем, он недалеко. Это он? Узнаешь? Нет. Давай зайдем. Ты помнишь, как маму звали? Евгения. Евгения Федоровна. Извините, в этом доме до 42-го года жила Евгения Федоровна. Хотя вряд ли вы можете об этом знать, вы моложе меня и точно родились после войны. Извините. А почему до 42-го? Она жила до 91-го, до 80 лет. Как до 91-го? Ее уже убили. Валера? Валера. Жив. Жив. Братик. Братик. Маму не убили, но серьезно ранили. Она выкарабкалась. Соседи выходили. Но она всю жизнь про тебя помнила. Господи, как она тебя искала, в какие инстанции она не писала. Она и в Германию писала, и в наш архив обращалась, и никаких следов. Но она чувствовала, что ты жив. Она всегда говорила, что ты обязательно запомнишь адрес и вернешься домой. Как она была права, как в воду глядела. Хоть ты и потерял. Что потерял?
В этот день я последний раз видел маму. День, когда она дала мне эту фотографию. Если бы я знал, что она осталась жива. Можно я возьму эту фотографию? Конечно. Она же твоя. Фашисты долго жили в городе. Потом их выгнали, а тут и наши подоспели. А вскоре папа после войны вернулся. Он дошел до самого Берлина. Да, но вернулся целехонький. Ну, видно, это наше семейное. Мы все такие везунчики, живучие. А после войны вскоре я родилась. Так что мы с тобой и по папе родные. Слушай, все, я. Расскажи ты про детей, про внуков. Вот. Правнуки. Так это же и мои правнуки. Ой, какие хорошенькие. Ой, какие. Ой. Слушайте, завтра все мои придут ко мне отмечать День Победы. Соберется вся моя родня. Вот и познакомитесь. Придете? Завтра здесь будут отмечать День Победы, и придут все наши родственники. Она приглашает нас всех. Пойдете? Я? Конечно, пойдем. Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо. Так, а почему вы ничего не едите? Чего они у тебя такие худые? А ну, быстро взяли по пирогу. Нужно есть. Приятного аппетита. Mir auch, bitte. Данкишон. Да, пожалуйста. Давай я тебе налью. О, bitte. Danke. Меня одно смущает. Они отмечают победу над нами. И мы тут такие заваливаем. Что-то как-то мне не очень. Вы русские. Значит, вы и победили. День Победы есть и у вас. Это и ваш праздник. Да, в первую очередь мой. Валера, сынок, сиди спокойно. Сейчас мы сделаем фотокарточку, и у тебя останется память о тебе и обо мне. Мам, я и так всегда буду помнить без фотокарточки. Я знаю. По данным Нюрнбергского процесса, из СССР в годы войны было вывезено от 5 до 50 тысяч детей. Детей похищали на улицах, отбирали у родителей. За сопротивление родителей расстреливали на глазах у детей. Забирали детей партизан как особую форму наказания. После вывоза дети подвергались жесткому отбору. Здоровых, голубоглазых, светловолосых детей оставляли для перевоспитания. Остальных отправляли в газовые камеры. Прошедших отбор детей перевоспитывали, фальсифицировали их происхождение, выдавали новые имена и поддельные документы. После перевоспитания отдавали в бездетные немецкие семьи.
Точные цифры украденных детей до сих пор неизвестны. Учет велся не всегда, а значительная часть архивов была уничтожена.